Так, ну, начинаем запись пока. Сейчас. Мгм. Ну, все, началось. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые слушатели. С нами сегодня опять снова Амир Кахай Мусаев с новостями о тотализации, как всегда у нас. Вот недавно Хабибуллин брал интервью у Исхакова, вот, и, соответственно, Исхаков сделал такие ключевые заявления, которые, в принципе, влияют и на башкир, и на Наваев, и даже отношения между ними. Вот его ключевое утверждение было то, что Ногаи – это татары, а башкиры произошли от Ногаев. Но смотрите, у меня вот возникает первый вопрос, Амир Кахай. Как можно отличить реально башкир, Ногаев, татар вот, в Средневековье? Вот у нас язык практически тогда был одинаковый. Чагатайский диалект, по-моему, если я правильно помню. Ислам, и даже направление ислама тоже одинаковое. Я знаю, что мы отличаемся, что башкир – это древний народ, там все остальное, да? Но как мы отличаемся друг от друга конкретно? Вроде и рода у нас есть тоже. Ну, татар не знаю. Салам алейкум. Ну, давайте попробуем, так скажем, расставить акценты, расставить точки над «и». По поводу, значит, того, как можно отличить средневековых, как вы говорите, нагаев и средневековых башкир и средневековых татар. Ну, давайте смотреть так. Во-первых, кого мы называем татарами средневековыми, да? Ведь сам термин татар средневековый, он применялся к населению, вернее, к племенам, которые жили в Центральной Азии. И по мнению ряда историков, они были скорее монгольского происхождения. Потому что даже если посмотреть на родоплеменную их маркеры, на, значит, имена некоторых, вот, редкие имена, которые дошли до нас по тем же самым китайским источникам, их правителей, все-таки это там больше монгольских терминов, чем тюркских. А если вы говорите по поводу, значит, современных так называемых татар Поволжья, средневолжских татар, это в большинстве своем это так называемые казанские татары и мишары, то этот этноним татар к ним, значит, попал относительно недавно, ну, где-то лет 150, где-то, ну, максимум, условно скажем, где-то 200, около 200 лет тому назад. Про это мы еще поговорим чуть позднее. Вот. Здесь в выступлении Дамира Исхакова прозвучала какая первая мысль, первый вот такой посыл, что слово татарин и нугай – это синонимы. Да. А синонимы – это, так скажем, тождественные, равнозаменяемые термины. Отсюда можно сделать такой вывод, да, следует такой вывод, что тому же Исхакову, тому же этому Хабибуллину, тому же Ильнуру Ярхамову, которые себя позиционируют татарскими патриотами, татарскими вот этими, значит, нациостроителями, значит, можно с завтрашнего дня смело заявлять, что они нагайцы, если это синонимы, да? Вот если они с завтрашнего дня, так скажем, скажут, да, мы нагайцы, да, мы нагаи, это наши, так скажем, природные самоназвания и так далее, тогда я, в принципе, могу согласиться с этим утверждением, что термин татар и термин, так скажем, нугай – это синонимы. Опять-таки, в той интерпретации, в том посыле, который дает нам уважаемый Дамир Исхаков. Но я процентов вам скажу, где-то на 90-99, даже больше, этого они не сделают. Почему? Потому что главное, значит, отличие, так скажем, того или иного представителя, того или иного этноса или того или иного народа,
это вот как раз позиционирование свой-чужой. Вот. Конечно, можно в кабинетах там писать различные теории, различные там, скажем, всякие схемы, всякие там работы, да, но это, как говорил у нас товарищ Сталин, логика намерений. Но логика обстоятельств вносит свои коррективы. В жизни ни один, значит, тот же самый представитель казанских татар, он себя не заявит Нуваем. В том числе и Нувай себя не назовет татарином, потому что они четко ощущают дистанцию, разницу между этими народами. Да, они знают, что это родственные народы, да, это язык, в принципе, схожий, да, понятно, что это языки тюркской группы, но при этом мы знаем, что литературно-татарский язык относится к булгарской подгруппе тюркских языков, в то время как, например, ногайский язык, в том числе и юртовский диалект, относятся к кипчако-ногайской подгруппе тюркских языков. То есть там большое различие, большое такие отличия как в лексике, как в грамматике, так и в фонеме. По этому вопросу уже специалисты, ну, в частности, покойный Леонид Шайсултанович Арсланов свое слово сказал. Вот. Теперь по поводу, значит, еще чего, в чем отличие? Ну, если идти дальше, все-таки на формирование того или иного этноса еще большое влияние имеет место обитания, то есть ландшафт вот этот этнообразующий. Ни для кого не секрет, что предки современных татар жили в Среднем Поволжье. Это коренное население, автохтонное население именно Среднего Поволжья. А мы прекрасно знаем, что вот это междуречие Волги и Камы – это все-таки лесная зона. Это зона оседлого земледелия и оседлого скотоводства. Ну и плюс там свои местные там какие-то промыслы, да. Поэтому здесь у них сформировалась своя определенная оригинальная культура, оригинальные такие отношения, да. И вот в отличие от тех же самых ногайцев, у предков, у казанских татар никогда не было вот этих родоплеменных маркеров. Они им просто были не нужны, понимаете? Не обязательно вот каждый народ должен там, даже тюркский не должен обязательно повторять, допустим, один в один там какой-то вот историю развития другого народа, да, там ногайцев или башкирии и так далее. У каждого народа свой оригинальный путь развития. Поэтому вот эта попытка провести какую-то универсализацию, то есть, да, со стороны вот этих нациостроителей у нас с Казани, когда они говорят, да, у нас рода были, но мы их забыли, ну, это не выдерживает никакой критики. Если у вас были, давайте показывайте. Показывайте ваши тамги и так далее. Но их у них нет. И не было. И это нормально. Потому что если вот брать, допустим, два соседних народа, англичан и шотландцев, у шотландцев в силу там определенных исторических, культурных там и прочих традиций сложилась вот эта, значит, клановая система, да, а у англичан ее никогда не было. Даже несмотря на то, что среди предков англичан, допустим, были те же самые кельты, англосаксы и так далее, но этого у них не было, именно у англичан. То же самое у казанских татар. То есть у ногайцев эта система есть. Сейчас, конечно, она немножко, так скажем, претерпела определенные потери, да, в силу там исторических там каких-то вот реалий и так далее, но она еще сохранилась. Даже у юртовских ногайцев, которые наибольше испытали вот это, так скажем, татарское влияние в силу своего географического положения, все-таки наш ареал обитания находится ближе к Среднему Поволжью, поэтому влияние, вот эти контакты с казанскими татарами, вернее, с татарами Среднего Поволжья у нас были больше.
Но все равно эти маркеры у нас сохранились. То есть тамги у нас есть люди, которые до сих пор помнят, некоторые даже родовые свои, значит, названия помнят, да. Вот. У башкир тоже своя оригинальная, определенная в этом плане, значит, традиция. Например, я не встречал у других тюркских народов, кроме башкир, чтобы кроме тамги, названия рода и родового клича, да, еще было родовое дерево и родовая птица. Это у башкир сохранилось. Вернее, у них это есть. Вот у нагайцев я этого не встречал. Не встречал я ни у крымских, значит, татар, ни у других народов. Вот может быть, это и есть. Я этим, как говорится, сильно не владею, но вот у башкир это действительно. Но у нас кроме птицы есть все. А? Кроме птицы, у нас есть все вышеперечисленное, по идее. А родовое дерево есть у нас? Я не встречал дерево. Родовое дерево шижире, оно, по идее, даже не у башкир, как бы, а у всех мусульман. Бигбулат, вы не про это. Я имею в виду, что у каждого рода есть свое дерево. У одного рода там дерево дуб, у другого там вязь, у третьего... В прямом смысле дерева? Да, в прямом смысле. У каждого вот этого рода у них вот это все есть. И это они знают, и это они, как говорится, передают. Вот эти отличия, они как раз, вот эти вроде бы мелкие, да, вроде бы некоторые наши там оппоненты хотят это, так скажем, обойти стороной, сказать, это, так скажем, мелочи. Нет, это не мелочи, из мелочей состоит вся жизнь. Это, в принципе, вообще не мелочи. А вот по поводу того, что ногаев татарами называли, ведь это же правда. Вот можно приказы посольские, там, не знаю, вообще документы поднять российские, да? Можно, в принципе, там прочитать легко, ногайские татары, к примеру. Или даже просто татары говорят про ногаев. Ну, еще раз, по поводу вот этого этнонима татары, да, это применялось именно в русской дипломатической традиции, в русской дипломатии. Ну, еще этот термин использовали арабы и персы, насколько мне известно, из источников. Вот. Сами, вот, те же самые нагайцы, да, ну, если вот брать дипломатические там эти записи в оригиналах именно с ногайской стороны, со стороны Ногайской Орды или Большой Орды, да, в этих документах, именно в оригиналах, не в русских переводах, а в оригиналах, термин татар не используется. Про это вот буквально где-то в конце прошлого года, во время презентации своей книги, третьего уже издания «История Ногайской Орды» в Москве, во всеуслышание заявил Вадим Винцевич Трипалов. А это довольно такой, знающий, так скажем, эту тему человек. Он крупный такой нагаевед и источниковед при этом. Где он сказал, что наши коллеги с Казани пытаются опять-таки, значит, ссылаясь на русские документы, говорить, что переписки Бия Исмаила с московским князем, вернее, московским царем Иваном Грозным, он там пишет, что татары в Астрахани, татары, значит, в Сарайчуке и так далее, но он опять говорит, что это мы читаем в переводах толмачей посольского приказа русского государства. То есть они переводили, значит, этот термин, который обозначал население или там власть в той же самой Астрахани, в том же самом Сарайчуке, на понятным для, значит, носителей средневекового русского языка, значит, того времени. То есть вот если делать аналогию, вот сейчас у нас, допустим, новости, когда идут из той же самой Германии, да, или мы читаем новости из той же самой Германии, наши
корреспонденты, наши там дикторы и так далее, они же употребляют какое слово по отношению к населению Германии? Они употребляют такое слово, как немец, немцы, да? Никто из них не говорит Deutsche, Deutsche, Deutsche. Хотя ни один немец себя немцем не называет. Это внешнее название. То есть нам преподносят этот термин в таком, значит, таком виде, которым мы, так скажем, согласно своей там определенной традиции его воспринимаем. Поэтому это термин, который использовала именно вот русская дипломатия по отношению к населению бывшей Золотой Орды. Кстати, термин «немец», он использовался к жителям Западной Европы. Там были и аглицкие немцы, и свейские немцы, это шведы, и испанские немцы, это испанцы и так далее. Вот. Поэтому этот термин, он, так скажем, является как бы экзоэтнонимом. Это прозвище, которое дали населению бывшей Золотой Орды и в частности Астрахани, там, как его, Ногайской Орды и так далее. Именно вот русские соседи. Кстати, при включении в состав русского государства в 1551-52 годах Казанского ханства, да, при описании жителей, то есть сословного и этнического состава данного, значит, государства, термин татары не используется. Угу. То есть там есть такие понятия, как тарханы, сииды, значит, башкиры есть, и есть слово чуваши. То есть вот в документах уже русского и российского государства где-то до второй половины XVIII века указывается, что население Среднего Поволжья, тюркское население, да, исламизированное, по отношению к себе применяло два термина, которые обозначали их этничность. Это мусульманин и термин чуваши. Причем слово чуваш происходит от такого трансформированного названия одного из булгарских племен, это сувары. Сувары, сувазы. То есть это вот как раз те самые предки, настоящие предки современных казанских татар, которые основали вот одно из таких богатейших и крупнейших, ну, видных, так скажем, государств Восточной Европы средневековой, Волжской Булгарии. Поэтому потом уже при, значит, Шабагуддине Марджани, это вторая половина XIX века, значит, была предпринята попытка объединить все местное вот это тюркское население, значит, исламского вероисповедания под одним термином, по термину татар. Вот. Причем это, значит, это событие оказало со стороны самих интеллектуалов из местной среды, да, неоднозначную реакцию. То есть кто-то это принял с одобрением, а кто-то критиковал. Ну, в частности, к последним, кто с критикой отнесся к данному нововведению, был муфти Резаиддин Фридин. Это когда? 19 век? Да, это 19. Да, 19. Конец 19, начало 20 века. Вот он в одной из своих работ о национальности говорит, что татарами нас назвали именно вот русские чиновники. Мы сами себя так не называли. И даже, что интересно, сам Дамир Исхаков, он не отрицает того факта, что этноним татар является продуктом
так скажем, труда, да, и интеллектуалов, татарских интеллектуалов того времени. То есть это термин, он искусственно был введен в среду, значит, самих средневолжских тюрков-мусульман. Если обратиться к фольклору, татарскому, я имею в виду, казанскому, да, то более раннему фольклору, где-то вот 16, 17 и прочего веков, ведь там термин татар, он всегда был в не очень такой, ну, положительный, так скажем, не очень таком положительном свете выставлен. Всегда отрицательно к нему относились. То есть почему? А потому что татарами население местное, да, как ни странно, называло вот ту правящую ордынскую элиту, которая для них также была чужда. Почему? Потому что если обратиться к истории возникновения самого Казанского ханства, мы помним, что оно возникло в результате того, что Улуг Мухаммед, это бывший златоордынский хан, потерпев поражение в борьбе за престол от Кучук Мухаммеда, он уходит, значит, на север территории бывшей Золотой Орды, и там после ряда там столкновений сперва с войсками Василия II Темного, да, которого они разгромили, он потом оседает именно вот здесь, в бывшем булгарском вилаяте, вернее, где основывает вот новое государство, Казанское ханство. И вот прибывшие с ним, значит, вот эти ордынские беки, родовых подразделений, там, по-моему, Аргын, Барын у них, Кипчак, если я не ошибаюсь, и мангыты там были. Вот они как раз и вместе со своими дружинниками, да, ну, со своими воинами и так далее, вот этой обслугой и так далее воинской, они как раз и составляли вот эту правящую верхушку. Но надо учитывать, что мы имеем дело со средневековьем, а в средние века общество было сословное. И никому в голову не пришло бы, да, там включить вот в эту правящую страту выходцев там из податного населения, из этих ясачного люда. Вот. Да, было такое. Да, поэтому по отношению вот к этим ордынцам, которые обложили ясаком, да, и другими податями местное вот это земледельческое население, конечно, это население относилось отрицательно. И поэтому вот в фольклоре современного татарского народа эхо тех событий сохранилось, где слово татарин, еще раз говорю, выложено в таком негативном цвете. Ну, например, там татар, атасын сатар, да, татарин там отца продаст, мол, там татар бар жерда катир бар, то есть где татарин, там беда и так далее. Это опять-таки сейчас некоторые пытаются это предоставить как это самокритика народа. Да нет, это не самокритика. Это именно вот отношение к тем, так скажем, ну, эксплуататорам, так скажем, да, если использовать терминологию советского периода. И это мнение вот именно простого народа. А вот как уже поступили их потомки в конце 19-го, начале 20 века, это уже на их совести. Понимаете? То есть они взяли этноним того народа, который в свое время, ну, так скажем, завоевал, да, вернее, кличку того народа, который их когда-то завоевал, эксплуатировал это, и дал его, так скажем, вот этим потомкам вот этого самого земледельческого населения. Среднего Ну вот, положения. смотрите, получается, Улу Мухаммед, насколько я знаю, это внук Эдыге по материнской линии. Да, да. И выходец из Большой Ногайской Орды. Нет, не из Большой Ногайской Орды, а пока Просто из Большой. Да, из Азарды, да. Ведь мы помним, что после смерти Эдиге уже некому было держать Орду, так скажем, в единении, в единстве, да, уже вот этот обруч, он, так скажем, распался, и вот уже начались вот эти центробежные силы
наращивать, так скажем, обороты. То есть там сперва отпал этот левое крыло отпало, дальнее вот это, потом начинает отпадать Сибирь, Крым, Казань и так далее. Понятно. Вот по поводу башкир, если вернуться к башкирам. Сейчас вот я, насколько понимаю, что Исхаков и другие вот эти нациостроители, они специально начали пропагандировать, что башкиры произошли от ногаев. Вот. Потому что там у них там борьба идет за северо-запад Башкортостана. Вот они именно северо-запад Башкортостана причисляют к ногаям. Но ведь на самом деле, правда же, что было вот именно на северо-западе Башкортостана были ногаи. Я вот просто рассуждаю с точки зрения обывателя, как бы. Ну, я же не историк все-таки. Просто обычному простому ногаю скажи, что вот башкиры от нас произошли. Он будет такой довольный, вот, честно говоря. Вот. Есть ли вот такие вот параллели все-таки, что башкиры, ну, наверное, не все все-таки, как вы доказали уже, но северо-западный, к примеру, из Ногаев? Или все-таки они тоже большей частью башкиры? Дело в том, что вот попытку поставить знак равенства между северо-западными башкирами и между татарским населением современного Татарстана, вот эти нациостроители делают через сходство языка. Ну, если идти таким путем, мы можем поставить знак равенства между филиппинцами и испанцами, да, или между там теми же самыми жителями Северной Америки и англичанами. Дело в том, что эти нациостроители в свое время заявили, что язык, который был вот со времен, общий, кстати, язык для многих народов, который со времен Золотой Орды был вот на этом пространстве, это так называемые поволжские тюрки, они его обозвали старотатарским. При этом, что интересно, сам этот так называемый старотатарский или поволжский тюрки, он очень близок как по самой лексике, так и по фонеме и по грамматике, он близок именно к юртовскому диалекту ногайского языка. А сам литературный татарский вот этот язык, он стоит намного, так скажем, удаленнее. Это вот такая попытка через язык связать несвязуемые. Ну, я еще раз говорю, насчет северо-западных башкир. Ногайцы имели политическое влияние в Башкирии, причем не в северо-западной, а именно в юго-восточной. Восточная Башкирия, она была более, так скажем, ближе к вот этой степной или состепной зоне. Вот там они, да, они там имели свое влияние. Северо-западная Башкирия в средние века на какое-то время находилась, по-моему, под политическим влиянием Казанского ханства. Но опять-таки это не под влиянием, так скажем, земледельцев вот этих, да, ясачных и так далее, а под влиянием политической власти хана, который был как раз вот выходец из этих самых ордынцев. А северо-восточная Башкирия, по-моему, вот согласно документам, она была под политическим таким относительным влиянием сибирского ханства. Ну, поэтому вот у родов башкирских, которые находятся вот в юго-восточной Башкирии, там, да, там встречаются вот в названиях, в терминологиях вот именно родов, там, по-моему, встречаются вот такие слова, как Ногай. Там Ногай Кипчак, Ногай что-то. Вот такой вот этот термин есть. В северо-западных я, честно говоря, этого не наблюдал, но я не являюсь специалистом по башкирам. По башкирам работают сами башкирские ученые, да. У них вот выпущена многотомная работа по башкирским родам. Вот. И в том числе и по северо-западным. Ну а проблема с северо-западным языком башкир, она в принципе имеет параллели с юртовским диалектом ногайского языка. То есть вот здесь это все наследие вот того периода,
когда многие близкие родственные народы пытались объединить под одним каким-то названием, под одной нацией, то есть там под татарами. Вот тогда и включили и нижневолжских нагайцев включили в состав татарской нации, и, значит, северо-западных башкир включили. А так, значит, в северо-западных регионах Башкирии там есть и татарские села, но там и полно и башкирских именно чисто вот по происхождению сел. И кто к кому из них относится и так далее, это решать самим башкирам, а не нациостроителям из Казани. То есть кем им быть, кем им называться, это их личное дело, это их личное конституционное право. И никто там не имеет права, так скажем, пытаться проводить какие-то манипуляции. При этом Согласен. Ну, Да, и Ногая тоже в том числе не имеет права там проводить манипуляции, они сами решат уже. Да. Теперь вообще вот сам этноним башкир, он же довольно древний. Он встречается даже в этих документах до монгольского периода. Он, в частности, есть и у Махмуда Кашгари. Он встречается и значит, в работах Аль-Максуди, и у Рашид ад-Дина, когда он описывает уже непосредственно само вот монгольское нашествие, западный поход, там, значит, этноним башкир там используется. Конечно, некоторые наши вот эти нациостроители, да, в Казани пытаются термин башкир, так же, как и термин юртский нугай, да, объявить это сословным названием. Ну, доводов у них нет таких, знаете, прям таких железобетонных, так скажем. Их все вот эти доводы, они рассыпаются. Да. Поэтому по поводу вот, что хочется сказать по поводу вот всего вот этого опуса. Ну, здесь уже для, так скажем, искушенных в этой теме, искушенным в этой теме людям понятно, что здесь идет следующая попытка построения такой цепочки. Значит, башкиры произошли от нагайцев, а нагайцы это татары, значит, башкиры произошли от татар. При этом не учитываются ни этнические, ни культурные, ни генетические различия между этими народами. Для чего это сейчас, видимо, было сделано? Дело в том, что вот значит, тот нациопроект, который был создан, ну, я уже говорю, под именем татары, был создан в конце 19-го, начале 20 веков в Средневолжском регионе. А в советское время он уже вышел за пределы этого региона, в Нижнем Поволжье, Сибири и так далее, да, той же самой Западной Башкирии, близко родственные народы были включены в состав данного проекта. Сейчас этот проект терпит фиаско. Мы это с вами наблюдаем. То есть идет, так скажем, распад этого проекта. То есть он, так скажем, пришел к своему логическому концу. Что может быть подтверждением этих слов? Ну, давайте вспомним. Нагайбаки вышли из этого проекта. Они сейчас являются самостоятельным этносом, да, получили статус малочисленного коренного народа. Из этого, значит, проекта вышли и татары-кряшины. Что интересно, да? Из этого проекта выходят сибирские татары. Они пока, правда, не определились, значит, со своим
этнонимом, да, как называться, но они вот говорят, да, мы татары, но мы другие. В этот проект, как ни странно, казанские нациостроители так и не смогли втянуть крымских татар. После, даже вхождения Крыма в состав, значит, российского государства, да, после воссоединения с Россией. Вот. То есть крымские сразу им показали дистанцию. Про это, конечно, наши, значит, нациостроители из Казани скромно умалчивают про этот факт, но источники есть по этому вопросу. Сейчас из этого проекта уже наметился выход, среди юртовских нагайцев. То есть в этом направлении работы. Им не удалось включить в состав в свое время татарского проекта вот другие группы нагайцев, которые вот живут на Северном Кавказе, в Ставрополе, на Кубани, в Дагестане, да. Вот. И сейчас такая же тенденция наметилась и в северо-западном Башкортостане. Вот. Мало того, мы знаем, что башкиры с двойной, так скажем, или с плавающей идентичностью, да, которые вот записаны татарами, но имеют башкирское происхождение, живут и в Восточном Татарстане. То есть еще, возможно, там на очереди и мишары. То есть мишары, мы знаем, это тоже другой народ совершенно, другой этнос. И что на выходе имеем? На выходе имеем следующее. Казань, вернее, не Казань, а татарский нацпроект теряет свои позиции, а главное, у них какая была позиция? Это заявить о том, что они являются вторым по численности нацией Российской Федерации после русских. Ну, понятно, что от этого статуса они имели определенные преференции, да, определенные выгоды при торге с федеральным центром. Но при этом те народы, которые входили, этносы, которые входили в состав данного нацпроекта, те же нагайбаки, те же кряшины, те же юртовские, да, нагайцы, те же северо-западные башкиры, вот, и так далее. Ничего для развития своей вот этой территории, своей культуры, своего языка, да, и так далее не имели. Вот. И сейчас, так скажем, по логике, даже не по закону времени даже, да, мы пришли, вернее, они пришли к тому, что пришли. То есть сейчас этот проект уже в стадии распада. Поэтому вот эти попытки, вот эти заявления, они ни к чему хорошему не приведут. Сейчас нужно, наоборот, так скажем, устанавливать вот такие горизонтальные связи, да, между народами, которые находить то, что объединяет нас. А объединяет нас что? Объединяет нас общее вот это тюркское происхождение, наша религия в некоторой степени, да, наши языки. Но при этом объединение должно идти, так скажем, на равных началах, а не на таких вот этих старых, уже устаревших каких-то вот клише, там, старшего брата и младших там этих, племянников и так далее. Это уже, как говорится, в современном мире это не работает. Сейчас, в силу того, что уже мы живем в постиндустриальном обществе, сейчас у нас общество информационное, мы можем любую информацию, как говорится, найти и правильно, грамотно ее использовать, причем любой это может сделать человек. Да? И вот из-за того, что вот эти условия, они, как говорится, сейчас уже поменялись, проводить вот эту политику, которую раньше проводили в плане того, что вот давайте объединяться там под
под такой-то вот, под таким-то лозунгом, там, под таким-то названием татары и так далее, она уже не актуальна, эта тема. Все уже, это уже позавчерашний даже день. Не вчерашний, а позавчерашний. Я думаю, по поводу вот того, что по поводу этого выступления еще наши башкирские, так скажем, братья свое слово скажут. Там есть грамотные, подкованные в этом плане и ученые, и общественники, да. Ну а по той теме, которую я сказал, просто хочется подвести следующую такую черту, что сказать, что нагайцы и татары – это два близких, родственных народа, да, но разных народов, имеющие каждый свою отдельную, оригинальную там историю, культуру, да, свое происхождение. Да, были между народами, этими народами свои контакты определенные. Мы помним прекрасно царицу Казанскую Суембике, да, которая была нагайского происхождения. Мы помним нагайских, значит, воинов, которые участвовали и в походах, и в защите самой Казани, да. Вот. Последний, если вы помните, хан Казанского ханства Али Акрам, если я не ошибаюсь, был тоже нагайцем, сыном Юсуфбие. Но это вот то, что нас, так скажем, объединяет. Но при этом нужно иметь взаимное уважение и не навязывать друг другу, да, свое вот это видение такое. Тем более это видение не будущего. Это все из прошлого. А прошлое, оно уже все. Понимаете? Прошлое, оно уже ушло. Поэтому жить прошлым нельзя, нужно смотреть вперед. А вперед, будущее у нас какое? Будущее – это вот объединение, но объединение под какими-то вот теми общими этическими правилами на равных началах. Другого я не вижу. И то же самое по башкирам. Башкиры это прекрасно понимают. Башкиры знают, что у них есть действительно и рода, и там определенные там области, где жили в свое время нагайцы, да, и испытывали нагайское влияние и так далее. Но при этом они не заявляют, что нагайцы это башкиры или башкиры это нагайцы. Они говорят, да, мы родственные народы, но мы разные. И давайте сотрудничать на равных началах. Ну, это вот такой правильный, здравый, так скажем, смысл в этом самом деле. Я думаю, за ним будущее. Иншаллах, аминь Аллах, альхамдулилля, как говорится. Амир Кахай, вы очень все правильно сказали. Кстати, это была моя даже ошибка. В свое время я пытался из казахов Нугая сделать. Происхождение нагайское. То же самое хочу тоже сказать Нугаям. Не наступайте на те же грабли. Башкиры это не Нугаи, хотя и братские реально народы. Народ, вернее. И татары тоже самое. Спасибо за внимание. Спасибо, Амир Кахай, как всегда, вы очень грамотно все рассказали. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам. Слава Богу.